В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. В поселке Нижний Бестях Мегино Кангаласского района в эти дни проходит дальневосточный образовательный форум «Синергия Севера». По традиции его участники представляют проекты, лучшие из которых получат гранты правительства на реализацию. Работу участников оценивают приглашенные эксперты. И сегодня гость нашей студии – эксперт форума, начальник управления проектов и Ассоциации волонтерских центров России Диана Джалалова. Диана Гайратовна, здравствуйте. Здравствуйте. С приездом вас и спасибо, что выделили время и приехали к нам в студию. Вы, помимо того, что будете оценивать сами проекты, еще, скорее всего, и поделитесь своим опытом. На чем сделаете акцент? Да, все верно. Вы знаете, всегда актуальной темой остается социальное проектирование. И в нашем случае это социальное проектирование именно по теме добровольчества. У нас идет сейчас всероссийский конкурс «Доброволец России», где также можно выиграть гранты, получить поддержку федеральных органов власти. Соответственно, важно научить ребят и подсказать ребятам, как лучше, качественнее заполнять заявки, как оформлять свои проекты. Об этом мы будем обязательно говорить. Ну и, конечно, мы поговорим о трендах года волонтера, который сейчас идет. Собственно, поэтому секция, на которой я выступаю, где 50 участников, она посвящена добровольчеству, ибо это на сегодняшний день очень актуальная тема, и мы надеемся, что благодаря работе в регионах она останется актуальной не только в год добровольца. А какие регионы охватывает ваша ассоциация волонтерских движений, и как вы в целом можете оценить масштаб волонтерского движения у нас в стране? Наша ассоциация, она представлена 149 организациями. Соответственно, мы охватываем большую часть регионов Российской Федерации, в том числе Республику Саху. Здесь у нас присутствуют 2 члена организации. Соответственно, вы знаете, объемы и охваты волонтерской деятельности в стране, они растут семимильными шагами. И учитывая, что у нас количество добровольцев исчитывается миллионами в разных сферах, разных возрастов совершенно, то могу сказать, что сейчас каждый человек, который 1 раз в год или 2 раза в день сделал доброе дело, он уже добровольец, поэтому мы почти все тут добровольцы, так что движение растет. А насколько развито волонтерское движение в Якутии, на ваш взгляд, если вы уже успели ознакомиться с волонтерскими движениями в нашем регионе? И какие успешные проекты, может быть, из других регионов вы можете привести в пример? Вы знаете, учитывая, что наша деятельность направлена на развитие добровольчества в регионах, конечно, мы осведомлены в том, насколько в Якутии, в республике Сахе, в общем, развивается добровольчество, поэтому могу сказать, что на сегодняшний день здесь более 6 тысяч волонтеров действующих. Соответственно, это достаточно большой объем. Волонтеры реализовывают проекты и регистрируют их на конкурсы, что мы можем наблюдать, когда десятки волонтерских проектов зарегистрированы уже на конкурс «Доброволец России», и у них есть возможность получить вот этот федеральный грант, приехать в Москву, защититься очно и встретиться с высшим руководством, презентовать свои практики там. Это очень хорошая возможность. И когда мы видим, что эти десятки проектов действительно есть, и я рассчитываю сегодня увидеть этих ребят, с ними пообщаться, это говорит о том, что активисты, инициаторы в Республике Саха присутствуют. Соответственно, если говорить про удачные практики в целом в стране, очень важно развивать сейчас ресурсные центры. Для нас это важно, это приоритетно важная задача для в целом России, потому что наличие ресурсного центра в том или ином регионе по развитию добровольчества позволяет развивать это движение, позволяет открывать новые направления и вовлекать максимальное количество, опять же, повторюсь, для нас важно разного возрастного населения в добровольческое движение. А в рамках этого центра какую именно помощь можно получить? В ресурсном центре все начинается с самого простого, с методической помощи, с рекомендательной помощи, то есть любой маленький волонтерский центр в отдаленном каком-то районе или маленькое даже просто волонтерское объединение может обратиться в ресурсный центр с тем, чтобы им пошагово рассказали, что же нам делать, как же нам себя масштабировать, тиражировать, как нам привлечь партнеров. И дальше все вот эти вопросы, которые понятны, в принципе, как нам привлечь финансирование, если оно нужно, как нам реализовать тот или иной проект. Поэтому ресурсный центр, он по факту может дойти концепцию мероприятия, еще и помочь это мероприятие организовать, таким образом дать толчок любому вот этому небольшому объединению, стать
стать сильным, встать на ноги и пойти дальше, там, объединять еще 6 тысяч волонтеров. И поэтому очень важно, чтобы была вот эта сила в регионе, которая объединит возле себя тех, кому нужна поддержка. А вот, кстати говоря, о грантах. В этом году много ли грантов выделяется на поддержку волонтерства? И есть ли разница по сравнению с предыдущими годами? Разница есть, объем финансирования он вырос. У нас основная линия финансирования грантов по добровольчеству в рамках конкурса «Добровольцы России-2018» проходит. При этом всем известно, идет летняя форумная кампания различного направления. Это так, там, и творческий форум Таврида, это и форум молодежи там, из разных сфер, территория смыслов, куда приезжают люди из всех регионов страны. И на каждом таком форуме есть своя грантовая линия. И поэтому любой тематики молодежь может выиграть, да, ну, разный объем там, финансирования, но как бы оно действительно сейчас вышло на новый уровень, и это тоже говорит о том, что перспективы поддержки молодежных инициатив, они растут. А вы не могли бы рассказать подробнее о видах волонтерства, которые, вот, в частности, у нас по всей стране наиболее развиты? Да, значит, сразу скажу, что на сегодняшний день определено порядка 15 видов основных волонтерства, и те, кто, собственно, не знает и не может их перечислить, пожалуйста, почитайте про них. Вот. Но сегодня очень, конечно, актуально социальное волонтерство. Это волонтерство, в котором люди работают с незащищенными теми или иными слоями населения или с незащищенными группами, назовем их так, как животные, например, да, или это может быть то же самое экологическое волонтерство, которое пересекается с социальным волонтерством. Экологическое тоже очень популярно остается, и так будет до тех пор, пока у каждого в голове там, вот это эковоспитание чуть-чуть не изменится. Поэтому волонтеры-экологи очень актуальны. Конечно, мы не можем забывать про событийное волонтерство. Чемпионат мира только что отгремел очень успешно. Да? Волонтеры стали лицом нашей страны, очень повлияли на мнение иностранцев и разлом стереотипов. Это важно, да? Очень интересным является направление это серебряное добровольчество. Для нас это актуально, для всех наших партнеров и членов это актуально. Добровольчество среди лиц старшего возраста. То есть мы, опять же, здесь ломаем систему. Не когда мы помогаем людям старшего возраста, когда люди старшего возраста помогают тем, кому они могут помочь, становятся наставниками, делятся своим опытом или, в общем-то, точно так же работают на чемпионатах мира. А на ваш взгляд, какие сферы жизни у нас в стране наиболее нуждаются вот в данный момент в волонтерстве? На что стоит сделать акцент? Вы знаете, акцент стоит сделать на развитии себя в волонтерстве. Почему? Акценты, они расставляются сейчас не по сферам. Вот, например, есть такой формат, как культурно-просветительское добровольчество. И очень важно, когда ты там, умеешь петь, играть на том или ином инструменте, или там, ты пишешь стихи, чтобы ты в тот момент, когда обладаешь этим умением, не просто зарабатывал там, этим деньги, развивался профессионально, но и одновременно с этим делился так или иначе и мог придумать, как в волонтерской стези это использовать. То есть вот это важно. Не важно, ну, как бы, нет вот этих ограничений по твоим компетенциям. Важно, чтобы у тебя в голове сформировалось вот это понимание и желание этим делиться, потому что сегодня есть для этого все ресурсы, как раз благодаря там, таким центрам, как в Республике Саха, волонтерский центр, который я уже упоминала. Приходите и спрашивайте, как, где использовать то, что ты умеешь. А чем отличается реализация волонтерских программ именно на массовых мероприятиях? На массовых мероприятиях, в принципе, волонтером может стать человек, который еще пока студент, да, который не дипломированный специалист, который готов делиться своим настроением. Ну, то есть функционал иногда волонтера на массовых мероприятиях, он достаточно элементарный. Но не всегда, это тоже надо понимать. Там есть волонтеры определенной сложной функции, которые, и им требуется там тоже обладать определенными умениями. Такие волонтеры, как, например, волонтеры-медики, без определенного образования не могут стать волонтером-медиком, потому что тоже волонтерство – это зачастую очень серьезный процесс, это не повеселиться, не найти только исключительно друзей, это, ну, как бы действительно применить какие-то такие профессиональные истории, которыми ты обладаешь. Массовые мероприятия, они
охватывают большой объем людей, и плюс массовых мероприятий и волонтерских программ на массовых мероприятиях в том, что после того, как ты первый раз зашел через массовое мероприятие в добровольчество, ты зачастую остаешься в нем дальше тематически. То есть ты выбираешь ту из 15 какую-нибудь более подходящую сферу для своей дальнейшей добровольческой деятельности, и благодаря вот этим массовым мероприятиям ты заходишь вот в эту всю интересную историю под названием добровольчество. А говоря о волонтерстве в разных городах России, понятно, что в больших крупных городах, к примеру, миллионников, легче сделать волонтерское движение, чем в каких-нибудь маленьких и отдаленных. Чем отличается работа вот с крупными городами и маленькими, и как привлечь в ряды волонтеров именно молодежь в наше время? Вы знаете, сегодня делается большой упор и большая ставка на личных инициаторов. То есть мы не говорим сейчас больше о добровольческом движении в целом, потому что добровольческое движение в целом — это и есть лидеры добровольческих проектов и инициатив. Поэтому для нас сегодня как важно работать с отдаленными регионами или малонаселенными пунктами, выявлять там добровольческие инициативы. То есть нам важна вот эта вся большая информационная кампания, для чего мы пытаемся там работать с федеральными каналами, там, со СМИ того или иного разряда, постоянно с соцсетями в разных точках. Нам важно, чтобы люди в отдаленных городах, они услышали о возможностях, которые у них есть, они услышали там о конкурсах, в которых они могут принять участие вне зависимости от того, где они живут, сколько там населения и какой охват у их волонтерского проекта. Нам важно, чтобы они узнали, где находится ресурсный центр, куда они даже удаленно могут обратиться. То есть вот выявление инициатив в маленьких регионах важно, а потом уже вопрос объединения, он ничем не отличается. Как бы в крупных городах бывает гораздо более слабое волонтерское движение, чем в каком-то небольшом регионе, потому что, ну, что уж скрывать, все зависит от конкретных людей, которые там заряжают вокруг себя те или иные сообщества. А вот сейчас в год добровольца и добровольчества какие задачи стоят перед вами и в России в целом? Есть несколько основных линий, одну я уже назвала, выявить как можно больше практик и инициатив и дать им поддержку. Повторюсь, поддержка важна не только финансовая, есть ресурсы различные, есть ресурсы партнерские, есть ресурсы государственные, это и уровень региональных органов власти, и уровень федеральных органов власти. То есть нам важно отработать так в этой связке, чтобы каждый доброволец, активист получил поддержку и понял, куда отправить свой запрос, мы ему в этом поможем, государство я имею в виду, это первое. Очень коротко, что вы ждете от форума «Синергия Севера»? Я хочу увидеть горящие глаза ребят, я хочу пообщаться с теми, у кого есть свои проекты, и помочь им эти проекты грамотно развивать дальше. Диана Гайратовна, спасибо, что выделили время и приехали в студию. А я напомню, что у нас в гостях была Диана Гайратовна Джалалова, начальник управления проектов и программ Ассоциации волонтерских центров России. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на Якутия-24.